Чан. Ну вот, ребят, я уже на избе. Сейчас я буду готовить еду. Растительное масло в коридоре, он как примерзло, и я не знаю, как солидол стал. Вот. Так, тут и колбаски пожарил. Ладно, тоже надо накормить. Вон они. Ну, я уже в своих фильмах показывал. Вот. Ну и еще бич-пакет разбавлю для гарнира. И как же чайник уже закипел у меня там. На печке оставлял кипятовую воду. Тулан подглядывает. Так. Сейчас я ему тоже хлеб дам. Не поел. Перед, ну как сказать, с утра я тоже хлеб давал, сейчас хлеб дам. Но особо варить сейчас я не стану, потому что на ночь мы не остаемся. Думаю, не останемся, не останемся, потому что видели, как все выходит, нету рыбы. А без рыбалки что тут просто лежать на нарах как-то неохота. Я до вечера еще по пути еще порыбачу. Целый день еще впереди, в принципе. Оказывается, конфеты у меня еще в банке, там полбанка оставалось с прошлого похода, я не помню. Надо чай разовый привезти. И что тут у меня еще? Тут хозяйство есть. Надо бич-пакет поднять, тарелку поднять. Сахарный песок есть. Для собаки тут. Там всякая разная каша еще есть. Крупа гречневая в пачках. Вон. Чего только нету. Макароны. Пакет. Заварки нету. Не знаю, там еще ящик у меня в коридоре. Если там нету, значит заварку надо привезти. Сейчас я сразу, пока не забыл, посмотрю. Заправил лапшу. И тут он у нас жарится вот так колбаска в медленном огне. Сейчас посмотрим печку. Опа. Печки дров навалом. Все. Такой замок хитрый сделал. Не громоздкий такой, маленький. Дверь не открывается, безопасно все. Вот так все выглядит. Надеюсь, видно. Заслонка. Это полный газ. Нам много огня не надо. Так спокойно клеят. Вот решетка,
которые я сейчас на днях тоже показывал, на вторую избу сделал. Ну и вот тут у меня. Тут, оказывается, она шире. А вторую на вторую избу сделал. У меня, наверное, уже получилось. Ну и, в принципе, это достаточно. Слишком широкая тоже. Тут жару, охо, море. Вот. Тулан лежит. Вообще день прекрасный сегодня. Вот сейчас только ветер поднимается. Все больше и больше, сильнее становится. Да? Вот так. Все скоро, это через месяц уже все будет меняться, уже растает там. Март, март. Ну да, через месяц уже снега практически не будет. Не знаю, может быть, еще я приеду, может пешком, может на буране еще, конечно, походы будут. Но до открытия воды, наверное, 1 или 2 раза только я здесь буду. Все. И уже зимние походы на первую избу буду заканчивать. Много раз не приезжал, но все равно. Толку просто так кататься, бессмысленно кататься, я вообще не стараюсь так, вот, скажем, вот, просто приехать и бензин сжег, и от этого ничего не получил. Только отдых для души получаешь, и все. Ни рыбы, ничего, ни птиц, ничего не было в этом году здесь. Имею на первой избе. Растительным маслом, есть. Вот еще надо добавить, в принципе, хватает. Вот так звучит. Немножко кумар тут. Там, как сказать, от колбасы там брызги идут. Овсяные хлопья Тулану разбавил. И еще вот эти консервы хочется посмотреть, попробовать. Непонятно. Просто нож. Кому интересно. Это в интернете, там набираете просто нож. Напишите в Яндексе, и выйдет вот такой нож. Он недорогой. Посмотрите, как режет консервную банку хорошо. У меня открывашка, не знаю, куда ушла. Господи, Тулан. Вроде здесь я в избе оставлял. Ну, нормально справился. Нормально. Никаких заусениц я не чувствую, я не вижу. Значит, нож не мягкий. Да, хороший нож. Просто нож, ребят, просто нож. Это не реклама. Это чисто говорю, что у меня, чем я пользуюсь. Но вкус паштета какого-то. Типа паштет. Вот на вид какой. Не скажу, что вот невкусно или вообще несъедобно. Вполне даже съедобно. Но суп, конечно, из этого не получится. Но, скажем, вот, если на хлеб помазать, и мяса тут нету, тут
Типа паштета, фарш какой-то паштет. Ребят, что бы вы мне не писали, что бы ни говорили, вот такие консервы по 40 рублей. Вполне съедобные, между прочим. Нормально консервы. Вкус есть, что-то непонятное есть. Ну и я скажу вам, не мясо, на может соя или еще что-то там. Надеюсь, собака понравится. Такой гуляш сделаю я для него. Целая миска такая будет. Пусть растворится овсянка. И вкусный супец для него будет. Очень вкусный. Так, попробуем. Съест, не съест. Это ланчик наш. Мон, один, мон. О, вперед. Тула. Ну вот, есть. Не бойся, я уже попробовал, не отравился, блин. Осторожно так. Брезгливо. Пошла жара. Самая полезная еда — это овсяные хлопья. Но он быстро готовится. Овсяные хлопья быстро готовить. И, как сказать, ну и консервы туда я еще закинул. Мало когда я балую, конечно, такими консервами. Я обычную кашу ему даю. Хлеб, каша — самая полезная еда. А то, что в интернете показывают, пример мне приводят, что там собак кормят, там очень, блин, не будет такого у меня, ребят. Сколько бы вы мне не писали, я кормлю собаку полезной едой, полезным кормом. Ну вот, ну и сейчас я тоже буду обедать, не знаю сколько времени уже сейчас. Фиг знает. Так. Ну вот, наша еда. Я уже попробовал там кусок. Вроде нормально. Обжарился там. Он немножко острый. Тоже не знаю, из чего он сделан. Но вкусная зараза. Мне нравится, а дома никто не ест. Что жена, что Никита. Вкусы совсем разные. Для Тулана вот такие консервы 5 штук взял. Сейчас в следующий раз, ну сейчас попробовал, нормально он съел. Может в следующий раз еще возьму для разнообразия. А так как и говорил, буду кормить, как сказать, нормальной едой.
из нормальных продуктов обычная каша. Да и у меня после себя остатки очень много остается еды. Всегда ему все достается. Некоторые представляют, что вот у меня собака только на хлебе живет и еще. Дома сколько, как сказать, отхода у нас остается. Вот ему даем, все время у него еда в миске, все время у него остатки, все время надо выкидывать воронам, там все свежее, все время как бы, ну, каждый раз новый корм выносим, а старые воронам. Но он мало ест, потом, поэтому и он, как сказать, остатки у него всегда остаются. А у Айды аппетит более-менее был лучше. А у Тулана вообще аппетит какой-то интересно слабый. Мало ест. Горячо. Ну и лапша еще. Это гарнир. Картошку взяла снова, как сказать, ничего не готовил из картошки. Сейчас в Ютубе часто я смотрю, вот, как сказать, про еду каналы, как много едят там, прям готовят, очень много, и один человек столько ест. Лапши там за раз по 5-8 пачек там открываю, потом мясные продукты, там пикантный или пикант, этот, капуста-то. Пекинская капуста или что там. Чего только не жрут. И столько влезает в человека, это, я не знаю. Но это нереально столько съесть. Вкусно. Ладно, ребят, я нормально поем, потому что не хочу раздражать никого своей едой.